Друзья, всем привет! На этом месте в начале ролика должны были быть совершенно другие кадры. Дело в том, что мы с Саньком, Саня Калина, ездили на лесную речку. Ездили, отметили день рождения Александра прямо в лесной избе. Выехали 15 числа. 15 у него день рождения. И ролик должен был начаться вот именно с моментов поздравления, как мы выезжали, как на заправку, все такое, включение, это все снималось на экшн-камеру. Но, к сожалению, не обошлось без приключений. Были мы там 2 дня неполных. Вечером заехали, получается, вчера целый день. Рыбачили, сегодня вот порыбачили и вернулись мы уже дома, получается. Ну, световой день, вот, я имею в виду. Все заняло на дорогу. 2 ночи проночевали в лесной избе. Ну, ближе к делу давайте. Дело в том, что вот эти первые кадры все сняты были на экшн-камеру GoPro 4, не на новую, да. И так получилось, что вторая камера у меня уже опять потеряна. Небольшая надежда есть, что найду. Дело в том, что в первый день, когда мы приехали на избу, Санек остался в избе готовить там ужин, праздничный ужин ко дню рождения. Ну а я, чтобы, как обычно мы так и делаем, так мы делали прошлый год. Очень крутой спуск там с избы до речки, очень крутой он, просто где-то градусов 45, наверное, и густой лес там, и надо вот там аккуратно пробить дорогу, чтобы можно было спуститься на снегоходе. Я, как обычно, вот дорогу пробиваю, буксировщик, который был у меня универсал, оставляю на реке. Утром мы все дружно на лыжах, допустим, спускаемся на речку, оно за ночь подстывает, дорога уже утрамбовывается, и потом уже мы там ездим по той дороге, получается. Также я хотел сделать и в этот раз, но что-то пошло не так. Очень, видать, прошелся ураганный ветер, деревья друг на друга попадали, прошел час, прошел второй, прошел третий, меня все нет и нет. А у меня были там вообще такие проблемы, то что я в одно место пробую, никак не получается. Это благодаря урагану, вот ураган Сибири, это вообще танк. Обычно я сначала проходил пешком или на лыжах, потом только проходил на урагане. Тут я чувствую проходимость, снегу по пояс, начал ехать прямо на урагане и в тупик, все дальше никак. Разворачиваться там негде, допустим, задним ходом кое-как. Дело доходило до того, что по буреломам вот я пытался где-то проехать, ничего не вышло. В итоге оставил буксировщик, пошел пробивать где-то пешком с топором в руках, там между деревьями все это искал. С горем пополам, когда-то я все-таки вышел к реке. А темени, то, что плохо, я потерял, думаю, где-то примерно здесь река. Боялся левее, правее, там, чтобы потом не уйти от этого. Нашел речку, нашел выход. И опять же моя глупость, начал с речки уже, где прошлый год топтали дорогу, опять туда, опять пришел к этому бурелому. Один раз было опасное падение, это я поскальзываюсь с бревна, на котором стоял, падаю спиной прямо на бревно. Спина сейчас болит у меня, позвоночник вообще капитально. Прямо вот ноги ушли назад, спиной упал, то есть был бы хотя бы небольшой сучок, это меня проткнуло бы напрочь уже. Было опасно, тряхануло тоже. Ну и вот, меня 3 часа нету, Санек пошел меня искать. А до этого, когда я уже начал все это пробивать дорогу, естественно, там сколько, 16 градусов мороза, я просто вспотел. С меня просто пот ручьем. Я снял верхнюю куртку, у меня в левом кармане была GoPro 9, в правом GoPro 4, снизу был телефон у меня. И все это аккуратно снял куртку, думаю, чтобы ничего не потерять, и все это куртку аккуратно положил рядом с буранкой. Санек что делает? Пошел меня искать, берет вот эту куртку, получается, у меня, ложит на рукав и пошел туда. Я говорю, ты зачем взял куртку? А что я зачем взял? Ну, пришел бы я без куртки, нашел тебя, сказал, а что ты куртку не взял? Ну, он хотел как лучше, получается. В итоге он, когда принес мне куртку,
Дорогу к тому времени я уже практически пробил, там до реки осталось буквально чуть-чуть вообще немножко проехать там. Ну все уже, я уже натоптал, прошелся, уже все вот так вот ползал по снегу. Я кофр открыл, кинул куртку туда, даже не одевая. И мы по своей дороге уже спокойно я поднялся на даже не промерзшему следу. Вниз пошел и вверх также нормально пошел. Даже по целику, где я новую дорогу пробивал, ураган прошел. И вечером мы обнаружили, что у нас нету GoPro 4. В общем, потерялась, она упала. С утра мы начали поиски. Вечером поискал, с утра повторно поискал. Нет, потому что она была без ремня, просто, она, видать, тем более белого цвета. У него где-то она выпала в сугроб. Потом мы там еще туда-сюда ездили. В общем, посеял я GoPro 4, и там все кадры, которые были, кадры вступления, кадры поздравления Александра. В общем, потерял я камеру. Ну что я вам скажу заранее, что есть материал остался на девятке, что на этой камере, которая сейчас меня снимает, материал остался, я еще не смотрел, я перекинул, просто вот как бы такое включение. Ну, кто хочет посмотреть рыбалку, можете выключать сразу камеру, в смысле ролик, переключиться на другой, потому что, я вам скажу, рыбалка была, рыбы не было. Рыба клевала очень плохо. Вы все давно говорили, когда поедешь на лесную речку. Январь, да, бывало, вот 3 года назад, в 2018 году, в январе клевало очень хорошо. Также мы поехали 16 января, мы поймали так прилично. Где-то килограмм, наверное, по 5, даже, наверное, больше. В этот раз рыбу искали, рыбу бурили, лунки бурили. Ну, могу заранее сказать, что мы поймали, чтобы смотреть или не смотреть дальше ролик. Вот. Раз хариус, он что до конца не расставил. 2 хариус. И вот такой вот 3 и 4. 2 маленьких хариуска, 2 побольше. Ну, малосолочка у нас будет. Вот, надеюсь, видно, вот это самый крупный хариус. Самый крупный. Чуть поменьше. Вот, чуть поменьше. И 2 вот таких вот жиганчика. Ну и Саньку уж только поймали за 2 дня, получается, мы только 8 штук. Ну, отпустил там 2 хорюшка я отпустил. Санек сегодня, говорит, штук десяток, наверное, мелких тоже выкинул туда. Рыба или не клюет, или не двигается. Скорее всего, не двигается, потому что вот на хорюзах вытаскиваешь, там вот такие вот пиявки небольшие. Она полша тупо стоит, еще нету активности рыбы. Потом, ладно, заранее все пересказывать не буду. Был еще очень опасный момент с буксировщиком. Я сегодня чуть не утопил его. Весь на адреналине, весь на нервах. Так что сейчас я сажусь кушать. Успокою свои нервы, потому что меня трясло. Если бы не надо было ехать на машине туда-сюда, я бы уже, наверное, днем успокоил, когда все уже с Божьей помощью закончилось благополучно. Но материал сейчас перекидывается на компьютер. Кадры камера снимала, как это было. Я надеюсь, все там получилось, все там показало. Страху натерпелся капитально. Такого даже у меня не было, чтобы вот меня трясло уже после того, как я Саше говорю сегодня, вот как это было, и меня просто вот так вот трясет. У меня такой выброс адреналина, и я до сих пор, вот прошло уже полдня, до сих пор не в своей тарелке, я просто натерпелся страху сегодня. Так что к монтажу приступаю. Ну, когда вы уже смотрите этот, естественно, ролик уже смонтирован. Все буду делать завтра. Сегодня ужинаю, отдыхаю, завтра приступаю к монтажу. Отдыхать буду недолго. Когда вы смотрите это кадры, скорее всего, я уже буду опять на лесной реке. Планирую. Но сначала надо мне найти металлоискатель. У кого-то спросите. Если нигде не найду, скорее всего, где-то на Вальберис или что, я заказываю металлоискатель. Друзья, кто
кто занимается поиском драгметаллов или там поиск монет или еще что-нибудь, подскажите. В GoPro, в принципе, детали есть. Не знаю, как четверка. Четверку я снимал. Металлоискатель ее вот с такого расстояния где-то берет. Может, подскажете, какую модель мне заказать? Там, аськи, не аськи, вот какую. Жду комментариев с подсказками, что вы можете посоветовать, чтобы было дешево и сердито. Не такие, вот, чтобы там супер-пупер, а чтобы, и не такие, чтобы там слабенькие, которые уже черный металл чисто. Надо такой средненький металлоискатель, чтобы было не сильно дорого. И попробую поискать, потому что буранку пока не замело, надо вот так вот пройтись, может быть где-нибудь пикнет. Во-первых, там материал снятый, но это ладно. Во-вторых, это подарок. В-третьих, все-таки это дорогая вещь, нужная вещь, как говорится, и просто так терять. Я, конечно, буду искать ее. Снег растает, я туда приеду, поищу, попробую. Я примерно же знаю, где она ходила. Буду искать до последнего, но сейчас вот хочу попробовать именно металлоискателем поискать, пока она до конца там не обсырела. Будем искать, это у нее вторая камера уже потерянная получается. Не по моей вине, потерял Санек, куртку пока нес, но факт есть факт. Ладно, друзья, все, приступаем к просмотру, смотрим, как это было. В дальнейшем этот ролик пойдет, как мы отметили у Санька день рождения в лесной избе. Было все замечательно, посидели, хряпнули, конечно, рыбацкого, поговорили, с утра поехали на... В общем, не буду все рассказывать. Кому интересна такая тема, приятного просмотра. Кому не интересна вот тема посиделок и вот такой вот рыбалки, трудовой рыбалки, очень трудовая рыбалка была, то, пожалуйста, приступаем к просмотру. Скорее всего, я так думаю, будет части 3, наверное. Если в 2 не буду укладываться, сделаем 3 части. В 3 частях я попытаюсь показать и рассказать, как все это было. Это было трудно. Я скинул 2,5 килограмма. Просто я приходил в избушку и выжимал вот футболку. Тоже это все. Как получалось, что получалось, снимал. Труднопроходимые дороги, рыбалку кое-что там показалось даже. Пустое бурение лунок и пустые поклевки, не поклевки, а то, что, конечно же, я не снимал. Но в целом смысл нашей поездки я попытаюсь передать. Ну все, вроде все сказал, что хотел. Получилось долго, но получилось. Теперь точно все, приступаем к просмотру ролика. Сегодня мы покажем, как мы отметили у Сани Калина день рождения в лесной избе. Ну а дальше, в завтрашней части, мы покажем все, как было, как прошли 2 дня в глухой тайге. Пробивались, мы были первыми, а кто первый, всегда тяжело. Река, которая без буранки, которая целиком вот так вот, она очень опасная. Дороги очень опасные, все было тяжело, все было опасно, но все было круто. И хорошо то, что мы уже дома, все вернулись, все позади. А впереди у нас новые испытания. Они... Жизнь скучна без приключений, можно так сказать. Все, друзья, все. Спасибо всем за поддержку. Приступаем к просмотру. Сделаю короткое включение, чтобы показать вам, по каким дорогам приходится пробивать. Дорогу в этом году еще никто не ездил. Пробиваем целяк. Куропатка была. Возможно, она сейчас поднимется где-то здесь. Очень много, около метра снега, наверное, по пояс. Но по трусы точно есть. Ураган плывет, как корабль получается. Ну едет, вот она, вот куропатка, видали, да? Вот она, вот. Первому пробиваться всегда тяжело, потому что вот это вся ветки, снег, все это вот висит.
бьет по лицу. Это еще хорошо, если нету деревьев. А так, когда лежат деревья, еще и пилить надо. В общем, вот такой селяк. Потихонечку пробиваемся к избе. Ураганчик прет. Ай. Ай. Когда есть дорога, оно уже всегда хорошо. А первому уже не в первый раз мы пробиваемся впервые с Саньком. 2 года назад тоже дорогу топтали. Лосик старый след. Ничего, потихоньку, потихоньку. Потихоньку, потихоньку. Нам спешить некуда, у нас вся ночь впереди. Зато завтра с утра будем уже на месте. Ну как-то вот так. Как-то едем, сделаем включение пока. Ну что, все одно и то же. Едем, вон пробиваемся через такие вот заросли. Не в кайф, конечно, но что теперь поделать? Вот так. Можно сломать, если смогу, чтобы потом уже легче было. Вот так вот. И так каждый год. Горное сиденье очень удобно. Можно как бы маневрировать лево-право. Намного удобней. Особенно по такому рыхлому снегу, чтобы ураган не заваливался влево-право. Попой гуляешь. Очень удобно. С тем сиденьем было проблем больше. Да и с тем как бы все равно площадь имеет значение. Универсал проходил, да, но этот вообще без напряга. Сибирь по сравнению с универсалом разница обалденная. Я представляю, что тайга там еще площадь больше. Опа, опять по лицу поймал. Ладно, друзья, выключаемся. Встречаемся в избе. Ну, здравствуй, избушечка. Вон, с Божьей помощью доехали. Немножко пришлось, конечно, попотеть. Что мы в избе видим? В избе мы видим ни одной. Вон, одна дровишка, 2 щепки. Дров не оставили. Ну, ладно. Матрас, одеяло, все есть. Мы с тобой привезли еще большой матрас. Оставим его здесь. Маленький матрас не под жопу будешь. Это под жопу, да, у меня под жопу. Это ездить, это ездить. Да, а большой... Одеяло маленькие привезли. Большой, да, одеяло привезли маленькие. Вон, дров. Вон тут дрова есть. Топор мы с собой привезли. Так что расколем. Вот. Вот так вот мы ехали паровозиком. Вот одеяло, вот матрас большой. Сейчас Санек будет заниматься печкой, наверное. А ты меня отстегни, я отоптану сразу на завтра тропу туда к реке. Хорошо? Давай, да, сейчас. Потому что надо, пока буран не остыл, снегоход то есть. Сейчас я бересту зажег, проверяю. Труба там. Там где-то будет ехать трубу. Я гляну. Ух ты! Не, скинуть надо. На трубе шапка. В избе никого с осени не было. Так что бересту можешь не пихать, там шапка. Сейчас скинем шапку. В общем, будем заниматься делами сейчас. Делов много, потому что изба всю зиму не топилась. Вон. Так, а как туда залезть теперь? А мы палкой оттуда скинем, да и все, постучим длины. Ладно, все, давайте пока обустраиваться, пока все это будем снег чистить, площадочку, все.
В общем, как-то вот так, друзья. Так что ты можешь сюда пока бересту не кидать. Закиньте снег. Снег кинь, она подохнет. Чтобы не дыметь просто так. Все. В общем, будем заниматься делами. Потом, когда все устроимся, сделаем включение. Че, убрал шишку? Да, снял ее. Все, вон сколько метров? Метр есть, нет снега на крыше? Метр? Да. Ну, сантиметров 80 есть по-любому, да? По пояс мне. Ну, вот я говорю, вот эта шапка вот с козырька пока снимем сейчас. Потому что оно вот здесь... Эти подпорки вроде мы ставили, да? Не было же подпорок. Подпорок не было. Оттуда поднимало, и изба там, бревна поднимались, были щели. Сейчас вот подпорки поставили, и все равно вот как бы немного бревна согнутые. А туда нет, с козырька пока главное немного скинь. Я уже здесь пока дал. Я Иди. просто здесь уже рядышком достал. Иди Я- печку топи пока. Сейчас, а то у меня скоро это остынет уже. Надо крутануться, пока он горячий. И пилу с собой взять мне тоже. Вдруг там где-то пильнуть надо будет. Топор, пилу. Ну, пила здесь. Ну, вот сейчас, подожди. Сейчас уберем. Затопи мне. Я затоплю, да потом заберу. Но. Хочешь кататься? Умей саночки возить. В общем, друзья, время сколько, Сань, говорил? Время было 10:30, сейчас точно скажу сколько. Сейчас 11 часов, наверное. Пробивал дорогу около Время 11. 11 часов ночи. Пробивал дорогу. Вот. Мало того, что очень крутой спуск с деревьями, так еще, видать, я не знаю, то ли летом, то ли когда, он прошел ветровал полностью. И так вот с высотой с двухэтажный дом все бревна лежат. Где я делал дорогу прошлый год, проехать невозможно. В общем, вот, перчатки мои вот. Около 30 градусов. Рукам-то не холодно, просто вот вода стекала вон. Вот такие вот. Потому что вот так вот по груди я ползал, раза 3 проваливался между деревьями. Вижу только деревья, делал подкопы вот эти. Ну, тропу на речку все-таки я сделал. На буксировщике до конца не проехал, но до речки доходил. Обратно просто с собой не взял пешню. И как бы боязно было спускаться, потому что может там льда нету или еще что-нибудь. Завтра с утра посмотрим, когда светло будет с пешней на лыжах, проверим. И потом уже спущусь на речку. За день это, я так думаю, подстынет. И завтра, я так думаю, уже поднимется. Потому что в гору вот так вот бродить, как мы сегодня вот поднимались, это не дело. Ну, теперь самое главное сделали. Дорогу пробили. Можно... Ты, наверное, уже кушать приготовил, да? Да? Все. Заходим в избу, делаем освещение. Садимся кушать, отдыхать и все такое. Начинается самое приятное. Пока день рождения еще не прошел. Еще час. Еще час остался, и мы его отметим. Отметим. Колокольчики, извиняюсь. Колокольчики. Холодно. Так, друзья, не знаю, видно вам, не видно. В общем, раздеваюсь. Футболка напрочь, вон, сырая. Это от пота, друзья. Это я не искупался, ничего. Это просто от пота. Сейчас попробую выжать. если Возле печки выжимай. Нет, я попробую сейчас. Нет, не до такой степени, но... Да футболка лопнет. Так выжимать. О, нифига, там сколько накапало. Вот это пот, друзья, пот. Я вам говорю, она насквозь, просто насквозь сырая. Это у меня, говорят, 7 потов сошло. Это у меня не 7 потов, а 77 потов уже сошло. Вон там саморезы, вон. Слышь, там саморезы можешь повесить туда. Нет, надо печки ближе. Ну вон, туда куда-нибудь. Пока так сюда повешу. Нет, сменная есть. Вот так вот начинается наша рыбалка с огромного труда. Вот, сейчас покажу, сколько снега там было. Я вот был в Броднях, вон. Вот, вот прикидывайте, да, сколько снега было. Это вот так вот все ползал. Вот так вот. Вот так вот. Я надеюсь, вы понимаете, что к чему. Раза 3 проваливался, это выше крыши, блин. Все, раздеваемся, одеваемся, переодеваемся, садимся за стол. Пора уже, пора. Сегодня праздник у ребят.
Сегодня будет пьянка. Будет баня. Баня. Если мы сейчас натопим. Да, так. Потом На улицу выкину, чтобы мыши здесь не водились, блин. Мышей накормить надо, чтобы это... Чтобы на стол не лезли. Сейчас перекусим, потом уже градусник поставлю. Так, ну чё? Какого рыбацкого нам достать? Что попадется? Вкусного. Опа. Ну давай пока начнем, наверное, с этого бальзама дальневосточного, от Игоря Александровича, который я перелил его сюда, себе еще оставил пол-литра. Вот пол-литра. Его много не надо, это по стопочке, а потом уже это чисто по стопочке, чисто для лекарства. Чисто для это лекарственный бальзам, да? Ну да, много ему как бы нельзя, чуть-чуть. Мне с Латвии привозили, у меня так и стоит целая бутылка. А тут черемуха. Вот ее и продолжим. Да, это черемуху продолжим. Вот ее и продолжим. Не. Хорошо, как вдвоем. Это прикинь, я сейчас пока мудохался там, блин. Пришел бы здесь, да, изба холодная, еда не сваренная, блин. Все это, если делать надо еще, блин. Все, пока бы тут одно, другое, третье. Пока бы, ой, полночи бы прошло, блин. А раньше так и делал, все один. Надеюсь, она на печке стоит. Я и не стал ее на самой печке держать. Она чисто стояла только на кирпичах. Угу. Я думаю, что сильно горячая тоже она не нужна, да? Кушать, чтобы. Ну да. Такая нормальная, теплая. Хорошо. Еще и позавтракать оставил, чтобы. Нетка, и потом погреем еще. Так. Сильно кушать захотим. У нас бальзамчик. По чуть-чуть. Это чисто. Ты еще не пробовал его, да? Не знаю. Наверное, нет еще. Я не помню. Привет, Игорю Александровичу, привет. И сегодня мы начинаем с своего напитка. О, мы начинаем КВН. Сейчас опять, где рыбалка? Опять сидите. Давай налью это. Сок. Опять сидите. Рыбалка была сегодня ехать до сюда. И потом пробиваться еще, блин. Сколько ты, получается? Ты ушел в 7:30 туда. Угу. И считай, мы сюда, и ты поднялся, что-то. 9, полдесятого, 11:30, 3,5 часа. Так в 11 ты поднялся. Больше времени сейчас пробил дорогу здесь до реки, чем мы доехали. Сало соленое. Ну ничего. Это свининка. Это нет. Свининка была тогда, когда мы с тобой собирались ехать. А это что? А это уже курицу она приготовила. Ну страшно. Но это не эти голяшки. Это не голяшки. Хочешь, как в этот раз голяшки-то? Голяшки-то помнишь? Которые пахли лекарствами-то, жрать-то не смогли. Ну понял. Да я жареный привозил. Угу. Есть не смогли потом что-то, блядь, эти голяшки. Так, ну что, Александр, пока день не закончился, давай. А может закончился уже? Мы на время-то не смотрели еще. С днем рождения. Сейчас я телефон достану. Давай я достану, мне ближе. Да, мне. А тебе все равно нужен, Я, да? я уже достал. Можно я сниму кофту, а то мне что-то, блин, здесь душновато стало уже, блин. Дверь. У меня дверь все была открыта, пока я здесь Пока я туда-сюда, и у меня дверь закрыта была. Телефон весь сырой. Я разделся сначала, куртку оставил, все, блин. Если бы я был в бушлате, я бы уже вообще вскипел там, блин. А я смотрю, бушлат валяется, думаю, что на снегу валяется, мокнет там, а. Смотрю, я взял и пошел с ним. Че уже его оставлять? Валяться на снегу-то. Не, главное, знаешь, как главное интересно? Фуфайка валяется, я думал, это ты лежишь сперва. Я ж тебе что, я... Блин, обманул, зараза. 23:38, так что еще Нормально. 20 минут еще успеваем. Успели. Главное, мы добрались до места, уже хорошо собирались. Сколько мы? Ну, с первого льда. Что ты третью стопку не налил? А виноват, дурак, исправлюсь. Пускай тоже мое здоровье выпьют. Да. Я вот, видишь, заработался до такой степени, что... Не, я говорю, у меня такое чувство, как будто я там был, а не ты. Серьезно, у меня, блин, что-то... Да все, вот край. Надо вот просто здесь вот так сделать, чтобы край было видно. Что, бальзамчик тоже, да? Можешь того? Так вот немного. Не, может того налить, какая разница-то? Не, мы бальзамим.
Друзьям тоже бальзамчик. Полную. Уважуха! Ну давай, Сан Саныч, с днем рождения. Спасибо. Всем спасибо. Будь здоровый, не кашляй. Да. Главное, чтобы здоровье было. Здоровье Остальное будет. всё Здоровье будет, будем ездить на рыбалку. Да. За нас. Он как бальзам, как уланвын. Типа, что-то и шоколадом отдает. И, ну такой, ничего, приятный. Мне нравится. Так, ложку надо достать, да? Мгм. Я кушать хотел так. Я сделал себе кусок хлеба. И сухомятку его покрыть. А, чай, ну, чай попил. Чай, чай есть. А у меня сушняк такой, я так не могу, думаю, снег есть не буду. Хотел крикнуть тебе, Саня, принеси попить. Если ты меня не слышал, как я тут орал. А, ну может я бы услышал бы снизу вверх-то. Угу. Потому что я специально ни музыку не включал, ничего. Я так остановил, У меня послушал. тишина была. Видел, разве фонарик мелькнул? Я видал, как ты проходил туда и обратно. Угу. Ну и пошел фонарик, жду. Я думал, ты вообще идешь, ну, домой идешь. Ну, поднимаешься как бы. Я вижу, раз прошел. А я раздетый был, холодно стоять. Я постоял. Ну, мы сейчас здесь мелькнул опять там на повороте. Как бы, ну. Ну, все, идет. А я думал, ты лыжи-то взял. Я же не посмотрел, что ты лыжи-то не взял. И сижу, жду. Жду. Нету. Думаю, что-то долго совсем нету. Выхожу. Смотрю, фонарик уже там мелькнул и все. И пропал бы. Все, думаю. Надо идти искать. Так. Ну, еще и на больших подарков я не успел приготовить. Да не надо. А небольшой подарок на память. Самый главный нужный подарок. Это удочка. Я тебе подарю. Вот такая вот новая удочка. Спасибо. Стеклостроновая вода. Хотел себе удочку новую купить, а мне А. не надо покупать уже. Смотри, у меня будут одинаковые удочки. Ну. Да как мы будем с тобой определять, где чья? Мормышку. По мормышкам? И вот не знаю какую леску, вот взял флюрокарбон 0,18, тут 100 метров. Неплохая тяга. Ну и Тиагра. И взял зимнюю 0,16, вот такую 30 2 метра метров. 16. Ну, тут 30 метров, в принципе, можно на это, на две удочки На две, сделать. да. Как Да. раз по 15 метров. Мгм. Я и говорю, давай лучше вот эту. Да. Потому что 18, она здесь большая. Для 18. Ну и все, зарядим. Зарядим, сделаем. У нас Будем будут испытывать. одинаковые удочки будут. На, положи. А мормышки у нас будут, это удочку полностью оснастим. Мормышки у нас будут, я думаю, Василий Чупин сильно не обидится, подарки не дарят, но это, я так думаю, что будет от тебя, Василий, подарок Александру на день рождения. Саня какую выберет, мормышку, нимфочку, если двойную будем, или как? 0,16, наверное, не стоит, да, две вязать? На узле могут порваться, Но наверное. если правильно узел вязать, они не рвутся, не Ну, лопаются. поставим, если что, попробуем. А в прошлом году-то, когда рыбачили, у меня 0,14 вообще, я то оставил. Нимфу саил. Да. Ну, Нормально. а мне вот 0,16 мне обрывалось здесь, и после этого, ну, А если, ну ладно. если там за 700 грамм клюнь, то, конечно, он оторвет. Ну, блин. да. А еще как ты еще будешь подсекать? Так подсекешь, да, блин, и Если она с ним- оторвет её. Если с нимфой будет, надо будет это. Спасибо. Блин, хотел удочку купить себе, вот и все приобрел. Ну, главное на память, что. Ну да. Ладно, я подпишу ее. Да. Это. Хлыстик мягкий, Вообще, хороший. вообще, мне вот эти нравятся хлысты вообще такие. Хлыст мягкий. Потому И- что чик, и она отрабатывать будет сама. Да.
Эластроновые, считай. Вообще, как бы, да, вообще. Я вот это именно хотел такие купить, потому что у меня те удочки-то все уже все уже изношенные. В Да. такой степени, что они уже, ну, ресурс свой, можно сказать, отрабатывали уже. А уже это все, это не держит уже, Вот. это уже болтается все. Вон их у меня сколько. А я просто, это, все Всякие- пытаюсь, а что на рыбалку не езжу сейчас сколько. Всякие разные, вон видишь, тоже ломаные здесь получается, я здесь запаивал, это все делал. Вот уже с нимфами. Вон, видишь, от Чупина, божья коровка, вот такая красная с белыми точками Мгм, от Василия. мгм. Ну завтра будем это, не завтра, а сейчас покушаем, будем монтировать на завтра. И выберешь там, какую надо, нимфу какую надо это. За это надо выпить. Ты кушай давай. Всю дорогу говорил, кушать хочу. Пока день рождения не кончилось сейчас. Господи, по стопочке выпили за день рождения уже и все, и считаю, что мы его уже спраздновали. Нормально. Главное, Все, хорош. Много не надо. добрались за десятки километров сюда. И, ну, есть что-то такое. Я вот все хочу где-то в лесу вот отметить Новый год, допустим. Ну, супруга моя еще ни в какую. Говорю, давай поедем, выйдем куда-нибудь. Новый год все-таки все дома празднуют. А мы, говорю, с семьей выйдем на озеро куда-то или что. Пусть не клюет, мы поставим палатку, скажем, палатки, елочку поставим, там салюты попускаем. Жив буду, когда-нибудь все-таки такое, наверное, случится. Уговорю я все-таки, наверное, Валентину Васильевну. Знаешь, когда? Покушаем сейчас. Монтируем удочки. Поставлю аппаратуру на зарядку. И у нас где-то будет, наверное, уже час ночи как минимум. Да. Где-то в 6 подъем, позавтракаем. И вперед. Завтра я вам покажу, чем я сегодня занимался. Все показать не смогу, это просто я, как слепой котенок в темноте, тыкался, блин. Там пройти завалы. Все, ладно, спилить там можно, да, сделать? Нет, там нельзя, там просто высокие такие завалы, несколько этажей. Самое опасное, вот я завтра тебе покажу, это когда я по двум бревнышкам, снизу вот такая, ну, 3 метра глубина, на урагане пошел, думал, ну, снег скину и спрыгну. Хотя бы в ту сторону, а там разберемся, думаю, лишь бы туда, ну, не глядя. И когда я посмотрел, а там обрыв метров, наверное, 5. Просто как? Без снега нет. И я вот заднюю включил и обратно по этим бревнышкам. Где-то надо развернуться. Немножко назад, думаю, между деревьями пройду. Пробовал туда, тоже не получилось. Ураган, конечно, помучился немножко. Потом задом. Не, ураган, вот что сейчас я когда шел сзади тебя, это сила. Я считай, по Целяку в горку поднялся, да? Да. А там горка, я вам скажу, такая, что я туда на карачках. Вот. Просто в темноте. На четвереньках. Да, просто видно было мой фонарик, как фонарик передового светит, только и все. Меня бы не было видно. Если ты на меня бы не посветил бы. Потому что у меня фонарик так светил. Я там просто, я идти просто не мог. Я чисто на 4 костях поднимался, потому что там не поднимешься. Вот так стоя подняться там невозможно. Это просто отвесная, просто там участок этот отвесный. А здесь вообще, тут больше, чем 45 градусов, когда я скатился вот так Да. уже. По Целяку. А тут бы я уже, наверное, Я всё-таки- сперва хотел здесь, где ты спустился. Ну вот здесь. Я хотел сперва здесь подняться. Он стоит такой. Нет, а еще круче, я туда не пойду. А там вообще вот так вот, блин. Чуть ли не под 90 градусов, может, ну так грубо я говорю, да? Я думаю, не, я лучше за тобой пойду сзади тебя. 45, Ну, хоть 45 градусов да. где-то. ну, там тут чуть поположе, как бы, я хоть за тобой уже сзади хоть и то 2 метра 3 пройду, встану. А и вот так вот, выше колена. Встану. Думаю, не, Мне надо. кажется, ты бы там не вылез, где бы, наверное, я залез. Нет, конечно. Подземные ходы. Я думаю, не, надо уже на 4 кости вставать. На 4 кости. Да, как я с этого шел-то? Не проваливается, да? Нет. Считай, тут плашмя, и тут, считай, вот плоскость эта. Я раз, и пошел шлеп. Я знаю, что ты меньше ростом. Зато видишь, я там, по следам, ты увидишь, как я там. Не, ну видишь, что еще, я вот эти где-то, вот когда проезжал, вот эти вот, ну, горки-то, вот эти боковые-то, ну, где-то бурился, ну, куда вот так. Я же срубал их.
А то они сейчас застынут, завтра так и будешь ехать, ты уже их не собьешь. И они не продаются уже. Я 2 раза только останавливался, все ходом прошел, бля. Наметил, где вот это. Обломался, ветки стряханул, пешком прошелся. Туда-то я на лыжах начал спускаться. Видел, Нет, лыжи чуть задерживают. раз спустился, думаю, ого-го, горка. Здесь я убьюсь на лыжах, блин. А, когда вертикально это. Ага. Не, туда я на лыжах не поеду, потому что сразу перед тобой эти деревья стоят тут Ну же, как блин. мы на Тут этом. спустился метров 10, на деревья стоят вот так Ну вот. как на универсале там. и так Когда врезались-то, примерно я так и думаю, было. не, я лыжи снимаю в одну руку и пошел пешком. Там еще пенек как раз. Пенек как раз посередине там, да. Я и думал, не дай бог, не дотянет или не поднимется, назад пойдет и кофр раздолбаю, блин, нахуй надо. Все, я открываю. Чё, жарко стало? Все, я не могу дышать. Это влажность от одежды. Ты раздевайся, калоши надевай. Этот влажность от одежды, и прям аж я весь мокну. А где вон там галоши у тебя тоже стоят? У тебя галоши это большой размер, да? Большой. Они уже согрелись, наверное. Да? Ну как-то вот так, друзья. Покушаем, поговорим. День доезда. Самый тяжелый, когда еще никого здесь нету. Да, никого пробиваться, вот Никого не было. пробивали целяк. Это считай от дороги Там. до сюда. Ну по прямой, но вот это целяк самое главное было пробить Вот, до вот реки. это-то да, до реки-то самый тяжелый. Самый тяжелый. Ну, слушай, такой, я тоже так же бы Ладно, сделал. будет день, будет пища. Да. Завтра утро вечером мудренее. Сегодня мы очень устали. Очень. Одежда сохнет. Матрасы греются. Матрас я туда-сюда переворачивал, сушил. Так что Чтобы он это высох. все будет как надо. Матрас вон. Шикарный матрас привезли сюда. И- Постелим потом его. Да, потом надо будет жердину сделать, чтобы сушить вот это все такое. А то все у нас Проволоку на надо, гвоздях. Да. проволоки нету здесь. М-м-м. Так что до завтра. А вон там 2 веревки есть, можно привязать их. День рождения закончился, да? Да, день рождения уже закончился, все. Вот смотри, телефон весь сырой. День рождения мы справляли. 23:55. Мы еще одну стопочку успеем. Так что давай. День рождения мы справляли, знаешь где? Пробиванием дороги. Ну зато будешь что вспомнить. А Давай. не, да, что, я же... Давай третью. Я- А давай это у нас была черемушка, а сейчас я тебя угощу Аленушкой. морожкой. Плодоножки, морожки. Давай, я ни разу не пробовал. Там вообще такая тема, блин. Нашли пакетик с плодоножками морожки. А что, вы собирали? Вон она, наверное, желтенькая, да. Мы собирали, да. Плодоножки нам кто-то подгонял. А, так, ну, Мы собирали. собирали, ну вы собирали. Плодоножки чисто. Так что сейчас попробуешь и заценишь. И как раз 5 минут пройдет. А ты за это... Сейчас, тормоз. Ну, давай, ну-ка. На голодный желудок быстро, блин, схватит. Уж ничего. Говорят, сивухой, да, пахнет? Вообще приятно, да? Да, вообще не пахнет сивухой. Морожкой пахнет и все. Но вкус такой еще, такой приятный такой. Так, знаешь, ну, такой, тут еще немножко сахара добавили. Вот мне говорят, что сахар не добавляешь? Я говорю, сейчас добавим. такой приятный вкус. Вкусняшка редкостная. Настойки вот мне больше всего нравятся. Плодоножки, морожки, черемуха, ну и кедровые орешки, если есть, конечно. Это вот 3. Мне нравится у тебя это черемуха и вишни. Вишню сейчас, да, в этом году черемуху собрали. И зачем покупать, когда есть свое уже, Ну получается. да. Мы как-то вообще вон зимой собирали. Давай. Еще раз здоровья. Еще раз с днем рождения. Тетя Валя мне ставила. Знаешь, я собирал там черемуху. Да, всем спасибо. Сколько День рождения раз- мое заканчивается Сколько сегодня. годочков-то ударило? 40, да? 42? Молодой еще. Конечно, молодой. 42 у меня только, наверное, Генка родился. Подожди. 72. А нет. Генка родился, наверное, он в 12-м. Ну, сделай минус. 40 лет мне было, когда Генка родился. Точно. Да. В этом году не полтос уже.
Ох, и напьемся же, зараза. Еще 50 лет в этом году тебе, ядрить твою на корень. совсем старый там. Совсем Борода. Я специально не брился. Не, а у меня традиция. Я знаю, что вы тут. А я сегодня пошел в Я душ, побрился. бреюсь только в бане. Дома я бриться не могу, потому что у меня аллергия, я сразу начну. Не, в ванной. Я понимаю. Я в бане распарю чуть-чуть рожу свою. В бане хорошо. И потом только... Главное- Ладно, давай. Давай. 41 разменяли. С друзьями. С друзьями. Давайте, товарищи. И за ваше здоровье тоже. Привет передам уже завтра. Сегодня и так долго. — 23:59 еще. Да, все уже. Все уже. Закончил день рождения. Суббота, 15 января. Нормальные люди что делают в субботу? Дома отдыхают. Я не могу. Я... Возле теплой лунки. А нам давай холодные подавай, блядь. Мы вчера хотели... О, все! Все, Санек, ты уже старый теперь. Да. 42 года есть. Ура. Ура, ура, ура. Мы хотели с тобой когда ехать? Вчера, позавчера. Эти метели-то нам не дали ехать. Штормовой, не Да, штормовой. я думал, мы порыбачим, рыбки поймаем хоть чуть-чуть. Пожарим, малосолочки сделаем. А, на днюху Да. завтра? А уже нормально, знаешь, уже нормально приедем часа в 3-4, да? С речки. Ничего делать не надо. Печку только затопил, Ну да. стол накрыл, сел и нормально посидел. А у нас вся Нам погода не дала ехать, ничего, что сделаешь? вся мозгокрутка на день рождения выпала. Да. И погода выпала, ты видишь, какая хорошая. Ну ничего, все, что не делается, все к лучшему. Значит, Да, завтра будет да. как надо. До завтра. Да, всем пока.